с вами находимся на объекте, который был сдан в конце прошлого года, совсем недавно открывшийся музей. Музей этот построен на месте археологического раскопа, который здесь в 2010 году был заложен. Вообще, возможно, вы знаете, у нас вся нижняя часть Свияжска представляет из себя так называемый мокрый археологический слой. То есть, поскольку здесь были озера, ручьи, вот сейчас две реки по бокам протекают, то весь грунт он пропитан водой, поэтому туда плохо поступает кислород, и все процессы окисления органических материалов, они протекают очень замедленно. То есть, если в обычном грунте дерево, кость, кожа, такие органические, если можно, разговоры отсюда выйдем и там разговариваем. Все органические материалы, они очень быстро окисляются кислородом воздуха, то в нашем вот этом мокром археологическом слое все эти процессы замедлены, и благодаря этому все материалы сохраняются. Толщина слоя культурного в этом месте около 4 метров. Соответственно, нижний слой – это середина 16 века, время, когда был основан Свияжск, май 1551 года. И дальше культурные слои нарастали, и вот достигли толщины 4 метров. Этот слой, он очень интересен именно тем, что мы четко знаем первоначальную датировку. То есть май 1551 года – это первые объекты, которые здесь появляются. Соответственно, мы можем выстраивать вот такую временную шкалу, и Свияжск является эталонным объектом для археологов в этом смысле. В нижней части Свияжска размещалось посадское поселение, то есть наверху была крепость, внизу был посад. То есть здесь жили ремесленники в основном, торговцы, небогатые представители военного сословия, наверху жили более знатные люди в крепости или те, кто отвечал непосредственно за оборону города. Здесь был заложен раскоп около 1000 квадратных метров. Вот здесь на макете вы видите реконструкцию, условно на 17 столетие сделанная, как здесь выглядела застройка. Но, опять-таки, мы хорошо знаем археологические памятники Великого Новгорода деревянные. Это период такой средневековья, там с 10 век, 11, 12 представлен. У нас здесь уже позднее средневековье, практически это уже самый его конец. Здесь застройка конца 16-17 столетия. И мы здесь можем увидеть, как в реальности жили наши предки. То есть небольшие, очень теплые помещения, очень плотная застройка, ширина проулков составляла там около метра, главные улицы были шириной всего там до 3 метров. Это увидите в самом музее. Конечно, полностью эти постройки под землей не сохранились. В грунте сохраняется несколько венцов зданий, но тем не менее мы по вот этим сохранившимся венцам однозначно можем судить о планировке города и можем судить о размерах и о конструкции построек. Давайте мы пройдем сейчас внутрь музея, где уже подлинно представлены материалы. Есть витрина, которая нам говорит о том, что уже в самое раннее время окрестности Свияжска были заселены людьми. Это период каменного века, период бронзового века, потому что все эти пространства были богаты биоресурсами, то здесь протекало множество речушек, ручейков, в них водилась рыба, вокруг водились звери, естественно, пространства вокруг были более объясненные, соответственно, можно было добывать пропитание древним людям, и вокруг Свияжска обнаружены многочисленные стоянки древнего человека. Вот ранняя история окрестностей Свияжска, она в этой витрине представлена, можно там по подписям изучить. Мы сначала с вами пройдем по обходной галерее, потом пройдем по мостику и потом посмотрим анимированную панораму. Пожалуйста, следуйте за мной, потом будет небольшое самостоятельное время. Здесь у нас в музее художники сделали несколько интерактивных таких объектов. Вот это срез дерева. Если мы нажмем, например, на центр. 24 мая 1551 года на горе Круглой заложена крепость Иван-Город. В 1722 году город Свияжск посетил император Петр I Великий.
Ну, то есть от центра к краю, как у настоящего дерева, нарастают культурные временные слои, и мы можем получить очень краткую информацию по истории Свияжска здесь. Ну, здесь игра тоже такая связанная с древесными слоями, потому что основной источник, с которым работают здесь ученые, это древесина, собственно. Мы с вами в музее археологического дерева находимся. Ну, как вы знаете из курса школьной биологии, дерево каждый год обрастает новым слоем волокон, и по количеству вот этих слоев мы можем судить о возрасте дерева. А сделав радиоуглеродный анализ древесины, мы можем узнать, к какому периоду относится эта древесина. Соответственно, вот эти все древесные конструкции, они ценны также тем, что они играют большую роль в датировке предметов в нашем регионе, потому что там можно мерить содержание различных изотопов и таким образом в каких-то других местах устанавливать возраст деревянных конструкций. А это вопрос, который часто встает перед исследователями, потому что нужно выяснить возраст того или иного здания или предмета, например. Вот на этой части галереи показаны технологические приемы рубки древесины и обработки, которые применялись здесь в Свияжске. Вот это вот макеты, которые изготовил реставратор, один из ведущих реставраторов российских по дереву Александр Попов. У него база находится в Вологодской области, в городе Кириллове. Он по всей стране работает, он был вот сюда приглашен тоже поработать здесь с деревянным наследием Свияжска. Сейчас он ведет реставрацию нашей деревянной Троицкой церкви, в частности. Ну, собственно, здесь вы все очевидно, вы видите, каким образом сопрягались элементы стены дома. В витринах подлинных археологических материалов 16 столетия. Здесь показано, каким образом из бревна получали вот такие вот плашки, да, которые могли использоваться либо для стен конструкций вспомогательных, потому что если для строительства домов использовали бревна целиковые для того, чтобы обеспечить тепло, удержание тепла, то для хозяйственных построек, естественно, не было смысла использовать такие полнотельные бревна. Вот их разделяли на половинки и выстраивали, ну вот там чуть подальше вы видите тоже остаток хозяйственной постройки, он сложен как раз из полубревен. Либо такие блашки могли использовать для покрытия пола. Дальше вы увидите, что из них можно сделать крышу при желании, если особенным образом их разработать. Такой способ обработки древесины, он позволял обеспечить ее повышенную влагостойкость, потому что, все, наверное, знаете, что если древесину пилить пилой, то волокна разрушаются, открываются каналы, по которым в древесину поступает влага, и таким образом дерево, вбирая и отпуская влагу все время, оно служит меньше. Здесь дерево расщепляется по естественным волокнам, то есть дерево оно состоит из каналов, да, тела древесины, и таким образом при такой обработке дерево более защищено от попадания влаги и служит такая древесина дольше по времени. Здесь представлены породы древесины, из которой здесь строили Свияжски. Самая тяжелая доска — это дубовая доска, потом строили, конечно, из еловых деревьев здесь, из липы. Очень много использовали дуба. Но вот это удивительно, потому что на сегодняшний день в нашем регионе практически делового дубового леса не осталось. В то время здесь было большое количество дубрав. Сейчас они остались только на территории Чувашии частично. А 400-500 лет назад здесь было настолько много дуба, что его широко использовали просто в деревянном строительстве, в частности здесь в Свияжске. Это вот реконструкция как раз хозяйственной постройки, и в витрине вы видите подлинные археологические остатки, на основании которых сделана была эта реконструкция. Это хозяйственная постройка 16 столетия. Как я уже говорил, из вот таких полубревен можно было сделать крышу. Видите, такая замковая получается система соединения. То есть, казалось бы, простое бревно, но тем не менее дом был надежно защищен от попадания воды. Конечно, более небогатые люди, они крыли свои дома соломой, плотно увязанной. Конечно, не было задачи, чтобы она служила много десятилетий. Это соломенные крыши, их меняли по мере того, как она приходила в негодность. Но какие-то более деревянные крыши.
Здесь показано устройство пола из полуплашек, видите. Обратите внимание, вот эта реконструкция деревянной двери, она сделана абсолютно без единого, видите, металлического элемента, то есть все полностью вырублено из дерева. Инструменты деревообработки показаны, на схемах показано, каким образом древесина обрабатывалась. Вот специальные такие инструменты, которые выбирались, различные пазы существовали. Гвозди кованые в 16 столетии использовались, но использовались достаточно редко, потому что железо было все-таки дорогостоящим достаточно металлом. Кстати, железо здесь из болотной руды в Свияжске добывали, потому что мы здесь нашли в слоях 17 столетия такие корицы, то есть остатки, следы выплавки железа из болотной руды. И зачастую вместо железных гвоздей использовали деревянные гвозди. Вот они здесь в витрине, вы их видите, так называемые нагели. На миниатюре лицевого летописного свода, это летопись, составленная в период правления Ивана IV, показано строительство Свияжска. Вот здесь вы видите иллюстрацию второй половины 16 века, которая как раз рассказывает: и заложили основание города, и церковь в городе заложили во имя Рождества Пречистой Богородицы и Чудотворца Сергия. И показаны люди с топорами, которые, собственно, рубят Свияжск наш в середине 16 столетия. Вот эти два макета, это на самом деле одно и то же здание. Это Троицкая деревянная церковь, которая сегодня находится на территории Ано-Прейтеченского монастыря. Она сейчас выглядит вот так, как выглядит. По предположению реставратора Попова, в 17 столетии этот храм выглядел вот так. Ну, то есть, видите, у него совершенно другая такая тюремная кровля. Я сразу должен сказать, что некоторые исследователи полагают, что кровля у Троицкой церкви в тот период была шатрового типа, ну как каменные шатры, да, такое московское зодчество все, наверное, помнят. Ну вот Попов, основываясь на своих исследованиях, он полагает, что храм имел вот такой вид. В 18 столетии кровля была перестроена в соответствии с вкусами 18 уже столетия. И на сегодняшний день церковь, она имеет вот примерно такой вид, какой имела в 18 веке. Дело в том, что вообще конструкции кровли, они на деревянных постройках заменялись через несколько десятилетий. Это обычная была практика. То есть, если вам где-то будут говорить, что вот эта церковь с подлинной деревянной кровлей там какого-то 16, 17 или 18 века, это, ну, такое некоторое лукавство, потому что кровля — это такой, ну, элемент, который постоянно заменялся. Фактически подлинными всегда являются конструкции основные, стены здания, а кровли, они менялись, ну, на протяжении бытования этого здания всегда. Вот на сегодняшний день церковь, она пониже, то есть еще в начале 19 столетия снизу были убраны пришедшие в негодность нижние бревна, церковь была поставлена на кирпичный каменный подклет, и вот сегодня она именно в таком виде. Ну, кто не видел, может ее сегодня посмотреть, что она выглядит именно так. Показаны типы окон здесь, на этой стене. Ну, первый тип окна, который у нас в Свияжске мы здесь видим, который сохранился, кстати, вот в этой Троицкой церкви, которая была в мае 1551 года поставлена, это так называемое волоковое окно. Почему она называлась волоковое? Потому что вот эта деревянная ставня, она как бы волочилась по пазам и закрывала окно. Стекло тогда было достаточно дорого, оконные проемы либо не закрывались вообще, то есть закрывались доской, либо затягивались бычьими или рыбьими пузырями, потому что у нас здесь в то время водились крупные осетровые рыбы, соответственно, пузырь этой рыбы, он имел большую поверхность, и можно было даже вот такое окно закрыть. Позже появляются окна, сделанные, переплеты, которые сделаны из слюды. То есть это свинцовый такой набор, решетка, в которой вставлены кусочки натурального минерала слюды. Это слюдяное именно окно, то есть реконструкция. У нас археологи в большом количестве здесь находили остатки вот этих переплетов, остатки слюдяных элементов. То есть это был достаточно распространенный тип окошек здесь. Такие окна с 17 столетия начинают распространяться на территории. Не все материалы, которые были обнаружены в ходе раскопок, вошли в экспозицию. Вот здесь вы видите наши открытые фонды. То есть это древесина,
которая тоже обнаружена здесь на территории, но которая не вошла в состав экспозиции. И вот эти витрины, они рассказывают о работе реставраторов, которые работают с различными типами материалов. Ну вот, например, достаточно редко удается сохранить ткани. Поскольку у нас в Казани есть специалисты, которые занимаются реставрацией именно тканей, удалось отреставрировать в том числе и ткань, и войлочные какие-то элементы. Вот здесь вы видите, в каком виде это находят археологи, то есть в виде таких коричневых скомканных комков. Потом все это обрабатывается специальными реагентами, расправляется. И вот на выходе мы можем увидеть вот такую ткань, она даже какой-то некий имеет орнамент. Здесь показаны элементы кожаной обуви. Ну вот обычно чаще всего находятся вот такие обрезки, но иногда попадаются и целые практически изделия. Это очень распространенный тип кожаной обуви, он назывался поршень. То есть это, по сути дела, такая кожаная калоша, которая надевалась на носок, чаще всего на теплый, либо она могла на плетеную обувь надеваться. Она скроена из одного куска кожи, достаточно просто изготовляется, ну, чем-то напоминает всем известные из детских книжек мокасины даже. Ну вот на севере Руси, ну, буквально до последнего времени она использовалась. Это деревянная посуда, тоже видите, зачастую она в совершенно таком рассохшемся виде до наших дней доходит, но тем не менее реставраторы с ней работают, пытаются придать ей форму понятную. Это, видите, остатки лаптей, такие в археологическом еще не отреставрированном состоянии, канаты плетеные. Вот в таком виде до нас доходят железные материалы, то есть они полностью, видите, покрыты окислами, ржавчиной, но в ходе реставрации все это удаляется. Сосуды также из совершенно разваленного состояния археологи собирают, и мы можем понять их размеры и форму. Здесь вот вы обратили внимание, еще один интерактивный элемент. Здесь можно выбрать, в какой слободе ты живешь, род занятий. Видеокамера тебя фиксирует, и на выходе можно увидеть себя на стене в костюме древнего жителя Свияжска. Но это поскольку не рассчитано на... С этой стороны показаны уже различные достаточно мелкие предметы, которые характеризуют жизнь средневекового города позднего средневековья русского. Ну, здесь хорошо знакомые нам, видите, лыжи. Еще в 16-17 веках у нас народ активно ходил на лыжах. Даже на одной из миниатюр есть такое изображение, где Свияжская гора нарисована, и стрельцы на лыжах отправляются усмирять черемисский бунт очередной. Это элементы санок, а внизу вот эти маленькие изделия, это детские игрушки, лодочки, которые сделаны из сосновой коры. Ну, вы знаете, на Волге их, в общем, до сих пор даже дети делают, играть в такие игрушки. Это деревянный меч, тоже игрушка, кости для игры в бабки, шашки, шахматы. Это бита для игры в лапту, кожаный мяч, детские погремушки, дудочки, сделанные из дерева, из глины, из кости. Самые различные игрушки, глиняные, деревянный волчок. Вот это вот существо такое непонятное под номером 10, но археологи считают, что это ярмарочный медведь в цепи. Но вы действительно видите, что у него в районе морды вылеплено, значит, некое подобие цепи. Ну, вполне может быть, что это действительно такой ярмарочный медведь, который, кстати, на Масленицу было очень распространено, такие гуляния с медвежьими забавами. Под номером 7 видите кожаную лошадку, игрушку 17 столетия. У нас две таких лошадки обнаружено. Тоже очень редкая находка. В этой витрине представлены элементы, связанные с домом. Да? Здесь мы видим замки такого старообразного типа. Вот остаток даже метлы нашли археологи, которые пробирались в домах наши древние жители. Элементы крыльца, элементы оформления оконного проема, собственно, половая доска, вы видите. Мы видим, угли какие-то падали, да, у людей, и следы из таких выжигов. Доски, пол покрывался такими плетеными циновками, что позволяло поддерживать гигиену. То есть в свое время были ковры, да, ковровые покрытия в последнее время распространены. В то время использовали вот такие плетеные циновки. Но здесь вы видите как раз подлинный элемент слюдяного окошка
Позже, когда здесь стали появляться уже каменные печи, они стали украшаться изразцами, то есть плитками, украшенными изображениями, которые позволяли удерживать тепло. Ну и здесь видите герб московского государства, двуглавого орла даже, и вот какое-то еще такое загадочное существо, чем-то напоминающее нашего Зиланта, может быть, даже. Различные мелкие бытовые хозяйственные предметы. Ну, видите, гребешки изготовлены из кости, из дерева, из металла, щипчики, которые используют для выщипывания бровей, например, девушки. Вот это вот сосуд под номером 32, это умывальник, сосуд водолей, который подвешивался за эту дужку, колебался, вода лилась, можно было умыть руки. Редкая находка — это вот эта форма для пряника, вы видите. Деревянная форма, ну и муляж пряника, то есть как выглядел свияжский пряник в стародавние времена, мы наглядно здесь можем видеть. Вот эти ложечки с короткими ручками, ручки на самом деле, как утверждают наши исследователи, это не следы времени, то есть они не обломаны, это дорожные ложки, которые в кожаных футлярчиках укладывались, вешали на пояс. Понятно, если бы ручка была длинная, то это было бы неудобно, а вот с такой короткой ручкой можно было, так сказать, легко путешествовать с такими ложечками, с короткими ручками. Это лопаты для хлебопечения, вот всякие ковши, пестики. Это предметы для стирки, причем, видите, хозяйка метила там какими-то знаками принадлежащий ей предмет. На панелях можно, соответственно, нажать на тот или иной предмет, и мы получим краткую информацию о чем-то связанном с этим предметом. Вот лопатка кухонная, да, 17 столетия мы видим, которая у нас в экспозиции представлен. Ну и тут на любой предмет можно нажать и получить информацию. Здесь в этой витрине комплекс, связанный с военным делом. Вот тоже редкая очень находка, это подлинный кожаный налуч. Это рожно, то есть такое колющее оружие. Вот это основание, видимо, пики. Формы для отливки пищальных пуль, сами пищальные пули, металлические наконечники стрел. То есть то, чем наши предки пользовались для охоты и в сражениях. Ну вот здесь вот представлена такая колотушка соловья-разбойника. На самом деле, подобного размера предметы, их, конечно, чаще используют для глушения рыбы, а боевые дубинки, они были все-таки немножко посерьезнее. В этой витрине представлен комплекс, связанный с постройкой здесь судов и лодок. Дело в том, что из летописей мы знаем, что в Свияжске строились струги. Достаточно большие лодки, которые могли вмещать в себя до 100 человек. Очень интересная сохранилась переписка, кстати, 17 века о том, что заказали для Козьмодемьянска, который тогда входил в юрисдикцию Свияжска, струги боевые, но за эти струги денег не уплачено, потому что в царевой казне денег не нашлось, ну и, соответственно, работники страдают без зарплаты. Это очень интересная перекличка времен. Вы видите, что суда собирались в основном как раз на деревянных нагелях, потому что если бы они собирались металлическими гвоздями, в то время медь была очень дорогой металл, сейчас современные яхты собирают с помощью медных гвоздей. Железо очень быстро корродирует в воде, входит в взаимодействие с деревом, и использование его неэффективно, поэтому использовали именно деревянные гвозди. Здесь мы видим весла, остатки весел, да? Вот даже нашли такую паклю, которой смолили по весне лодки здесь, свияжане. Тоже интересный такой предмет, который из раскопок очень редко извлекается. Здесь предметы, связанные с рыболовством дальше. Видите, крючки, даже блесны 16-17 веков. То есть, нам кажется, что блесна — это какое-то рыбакам более-менее современное изобретение. Ничего подобного. Блесна известны были с самых древнейших времен. И выглядели, как вы видите, примерно так же, как и сейчас. Это вот деталь рыболовной ловушки, тоже плетеная. Это заготовка. Конский волос для этого, крючки, но видите, они достаточно большие. Специальная была такая публикация несколько лет назад. Одна девушка-археолог, она
написала статью, основанную на исследовании чешуи рыб, которая была обнаружена здесь в раскопе. Из этого исследования мы знаем, что здесь достаточно крупные осетровые рыбы водились. В то время Волга она не была перегорожена плотинами гидроэлектростанций, осетровые рыбы свободно мигрировали, и в наших краях водились экземпляры достаточно крупного размера. Это грузило для сети. Это поплавки для сети, это поплавки поменьше для удочек. У нас в музее вообще очень большая коллекция старинных поплавков. Вот эти вот яички, ну, первое, что приходит в голову городским людям, что это, ну, пасхальные какие-то предметы, да, которые людям друг другу дарили. На самом деле это подкладные так называемые яйца, которые подкладывали курочкам для того, чтобы они неслись вот в этом самом месте. То есть курица думала, что здесь кто-то снес яйцо, место безопасное, и она тут же откладывала рядом свое яичко. Ну, сейчас вот мне сказали деревенские жители, что используют шарики от пинг-понга для тех же целей. Здесь представлены хозяйственные предметы продолжения. Ну, видите, тоже лыжина, пешня, значит, основание полозья санок, глиняные сосуды. Причем как для теплосбережения, так и для того, чтобы менее хрупким сделать сосуд, их оплетали зачастую вот лыками или берестой. В верхней части видите такие предметы. Это остаток подлинного гончарного круга древнего. У нас 2 гончарных круга здесь обнаружено, что свидетельствует о том, что здесь очень широко распространено было это ремесло. Кожаные перчатки. Вот форма для отливки пуговиц и сами 3 пуговички гиревидные, видите. Здесь представлены предметы, которые свидетельствуют о торговом обмене 16-18 веков. Здесь можно увидеть торговую пломбу города Риги, датскую монету в одно эры, пломбы других иностранных государств. До 18 столетия Свияжск играл большую роль как один из центров вот этой средневолжской торговли. И мы видим здесь остатки немецкой посуды, например, вот здесь вот, да, грецкие орехи, которые, конечно же, у нас не росли и могли попасть сюда только в результате торгового обмена. Вот счетные палочки, это крюк для подвески товаров, он мог использоваться в частности. Это вот кубышка так называемая, то есть это древний кошелек, по сути дела, такой небольшой глиняный сосудик, в который клались вот такие небольшие монеты-чешуйки. Как вы знаете, в древнее время у нас ни картонных, ни пластиковых ящиков не было. Основной тарой, в которую можно было положить продукты, были либо глиняные изделия, какие-то горшки, либо для перевозки было гораздо удобнее использовать бочки. Поэтому бандарное ремесло, то есть производство бочек, оно, конечно, было хорошо развито в древних городах. Вы видите вот здесь вот донцы бочек самого разного размера их выпускали, потому что тара нужна была самого разного размера, конечно же. И вот уникальная тоже находка. Видите, на донце бочки, если присмотреться, мы видим написано «Свияжск» с твердым знаком там еще. То есть, может быть, какой-то товар здесь продавали и вот писали, что он именно свияжский. Я уже, к сожалению, не можем мы сейчас сказать, что тут было предметом именно свияжской торговли. Здесь показано ремесло кожевенника. Вот сапог и элементы, из которых состоит каблук. То есть, если мы посмотрим на каблук, ну, кажется, что это кусок кожи. На самом деле, видите, он достаточно сложно имеет набор. То есть, там и древесина, там и из бересты, то есть из материала, который плохо подвержен влиянию влаги. Вот такие элементы сделаны. Потом обязательно подковка была для сбережения обуви, потому что она была дорогая. Вот часто там находят до сих пор где-то такие маленькие подковки, люди думают, что это от каких-то жеребят или от пони. На самом деле это от сапогов просто подковки. Их в старину подбивали тоже. Ну, видите, украшались сапоги вышивкой, орнаментом. Причем надо понимать, что вот эта кожа, она просто пролежала в земле несколько столетий, и поэтому она имеет вот такой равномерно коричневый вид. Естественно, в тот момент, когда эти изделия были изготовлены, она могла быть светлой, она могла быть окрашенной в разные цвета. Вот эта вышивка, она могла быть выполнена цветными нитями. Просто сейчас очень сложно восстановить подлинный цвет этих предметов, конечно. Поэтому, ну, кажется, что все такое какое-то серо-черное. На самом деле все это было цветное, раскрашенное и достаточно яркое.
В этой витрине видите предметы, связанные с изделиями из лыка и бересты. Вот, кстати, заготовку здесь нашли мастера, то есть такой клубочек лыка, из которого он дальше мог какие-то изделия изготавливать. В этой витрине представлены предметы, связанные с ткацким производством, элементы ткацкого станка, собственно, готовые изделия. Вот видите, такой суровый, значит, носок, чулок. И интересно, видите, здесь две такие фигурки из светлого металла. Некая, значит, персонаж, который вот так воздел руки. Это древнеславянская богиня ткачества Макаш. Что свидетельствует о том, что несмотря на то, что Свияжск был центром распространения православия во всем Поволжье, тем не менее какие-то языческие верования в народе продолжали сохраняться. И, собственно, вот этот комплекс, он происходит из одной усадьбы, которая вот здесь, вот на этом месте самом была обнаружена. И предметы, которые там обнаружены, говорят нам о том, что на протяжении 300 лет люди занимались ткацким промыслом. То есть они, вот семья, как начала там в середине 16 века этим заниматься, так и занималась этим до 18 столетия. Здесь представлены ювелирные предметы, ну, видите, пряжки, бусины, это вот пуговицы, так называемые гиревидные, которые, ну, плоских пуговиц не было, использовались вот такие, перстни с различными изображениями, потому что их можно было использовать для запечатывания корреспонденции, да, например, какой-то, нательные крестики. Вот перламутровые изделия обычно из Иерусалима паломники привозили, но может быть, что это изготовлено из местной раковины, но чаще всего такие изделия они вот из паломнических поездок привозились. Соответственно, здесь на интерактивных вот этих панелях можно посмотреть какую-то дополнительную информацию, получить. Здесь видите на фоне древней такой гравюры 17 столетия, изображающей семью московита, то есть мужчина, женщина и ребенок, и помещены те элементы одежды, которые могли быть на вот этих людях. То есть сапоги, видите, мужчины в то время носили серьги, это дома даже, потому что ходили мужчины с покрытой головой тоже, как правило. Кошелек, который крепился на поясе, такие декоративные ножички, гребень, щипчики, опять-таки. Использовали стельки для обуви, как и мы сейчас видите. Элементы пояса показаны. Но одним словом, вот мы можем себе примерно представить, как во что одевались жители Свияжска в то далекое время. Мы с вами подошли к еще одному интерактивному элементу нашего музея, который называется «Панорама Свияжска 17 века». Эта панорама была нарисована нашим свияжским художником Рашитом Сафиуллиным. Здесь несколько сотен персонажей, каждый из которых по своему сценарию тут перемещается, и мы можем увидеть, чем жил Свияжск в 17 веке. Вы видите, что где-то древесину вот пилят, где-то тушат пожар, там стирают белье, там идет торговля. В той стороне, где Успенский собор, там крестный ход идет, крепость сама стояла на горе, а здесь вот сейчас перед нами именно посадская часть, где мы с вами находимся. У вас будет еще немножко свободного времени, чтобы посмотреть это самостоятельно. А сейчас я хочу обратить внимание, вот если вы подниметесь сюда наверх, кто, так сказать, не боится высоты, прошу это сделать. Чем интересен этот музей? Дело в том, что музей археологии дерева, их в мировой практике практически не существует. Это связано не с тем, что там это как-то сложно сделать, или это никому не интересно и так далее. Это связано с тем, что подобных мест, где сохранились деревянные постройки под землей, их на самом деле не очень много. Ну, то есть вот в Великом Новгороде, да, есть такой в Москве, есть в сибирских городах такие участки. Но древесина, когда ее извлекают из земли, она на воздухе практически в течение нескольких месяцев окисляется и превращается в прах. У нас в Татарстане, благодаря сотрудничеству с Казанским федеральным университетом, Институтом археологии, наработаны технологии, созданы специальные лаборатории, в которых мы можем сохранять археологическую древесину.
Вся древесина, которая извлекается из грунта, она пропитывается специальными материалами. В данном случае это полиэтиленгликоль. Это высокомолекулярное химическое вещество, которое проникает в поры дерева и придает ему прочность и долговечность. Но эти технологии, они широко распространены на Западе, но на Западе вот таких мест практически нет. То есть все музеи, связанные с археологическим деревом на Западе, на 99% это музеи кораблей. Потому что суда находят в Скандинавии, вы знаете, там в Дании, в Норвегии, в Швеции, в болотистых местностях. А вот деревянных построек у них не сохранилось раннего периода. Еще один подобный музей есть в Беларуси, в городе Бресте. Это музей Берестия, где сохранились постройки как раз средневековья 11-12 веков. Но там он был создан еще в стародавние времена, в советское время, поэтому там есть определенные технологические проблемы. Мы с нашими коллегами из Беларуси при создании этого музея консультировались. Также нас консультировали музейщики и исследователи из шведского музея Ваза в городе Стокгольме, потому что у них накоплен очень большой опыт сохранения древесины. Так вот, этот музей, он еще интересен тем, что мы здесь видим музеификацию археологического раскопа именно в том месте, где он был сделан. То есть все эти предметы, они не перенесены откуда-то. Они расположены именно на тех же местах, на которых археологи их обнаружили. Нижний слой, вот серым цветом он помечен, это слой 16 столетия. Причем мы здесь видим даже пни, которые воины Ивана IV вынуждены были оставить, срубив деревья для того, чтобы построить здесь город. Вот на некоторых пнях видны даже следы от больших топоров секир. Видите, что застройка в 16 веке была относительно разреженная. Второй слой, который коричневым помечен, второй уровень, он чуть дальше от нас, там, да, такая приступочка, это слой 17 столетия. То есть здания сгорали, их разбирали, перебирали. Но, как правило, на том же месте строили новый дом. Видите, что в 17 веке плотность застройки существенно возросла. И те конструкции, которые подвешены на торосах, это уже археологический слой 18 века. То есть здесь мы как бы видим начало Свияжска, 16 век, самый нижний слой, его развитие в 17 веке и продолжение развития в 18 столетии. Мы видим, что примерно планировка городской застройки, она на протяжении этого периода сохранялась. Ну и сейчас вот мы с вами можем пройти по одной такой улице, которая сохранилась с 16 века, продолжала быть улицей 18 века. Ну вот обратите внимание, если вы посмотрите здесь вниз, там вы увидите древесную кору. Это не означает то, что какой-то древний лесоруб срубил дерево и забыл за собой прибраться. На самом деле, поскольку людей, как и нас, заботило благоустройство, в то время старались улицы как-то вот чем-то прикрывать, чтобы спасаться от грязи. Вот город, представляете, в 16 веке только что был построен, нет каких-то материалов для мощения в достаточном количестве, и поэтому улицы просто застилали дубовой корой, которая достаточно влагостойкая и позволяла предохранить улицу от грязи более-менее. По мере развития города вот эти покрытия из древесной коры были заменены на покрытие из деревянных плашек. Вот здесь на слое 17 века мы уже видим мощение улицы, которая выполнена из вот таких досок. Ну, обычно использовали какие-то элементы зданий, которые разбирали, приходили в негодность, вот их использовали для мощения. Ну, если мы посмотрим на раскоп, вы видите помещения, собственно, жилые 16 века, остатки заборов, помещения уже 17 столетия. Это рабочее место археолога здесь представлено, то есть те инструменты, с которыми работают археологи. На ножках стоит лазерный нивелир. Это устройство, с помощью которого точно устанавливают местоположение тех или иных находок, затем их заносят в компьютерную базу данных, и
И таким образом создается такой массив информации, и мы всегда четко знаем, что вот этот предмет, он произошел с территории вот этой усадьбы, этого домика, этот дом, он находился именно в этом самом месте и так далее. Ну и до сих пор, конечно, используют обычный карандаш, фломастер для того, чтобы зарисовывать какие-то уникальные находки. Вот здесь вы видите такое глиняное пятно. Коллеги-археологи считают, что в этом месте стояла хлебная печь. Но до сих пор в небольших таких деревушках в Западной Европе у них до сих пор есть такие общественные хлебные печи. То есть это печь, которая одна на деревню, на небольшую, где там живет, допустим, 20-40. Понятно, что печь топить долго, хлеб выпекать сложно, и поэтому жители деревни, они дежурили около этой хлебной печки и выпекали хлеб на вот свой небольшой круг населения. Потому что держать в домах большую хлебную печь, ну, это просто неэффективно было ее топить, чтобы несколько буханок получить. Ну, по остаткам глиняной посуды вы видите, что здесь находилась усадьба Гончара. Все эти находились как раз в эту сгоревшую постройку. И интересно основание печки. Печи по-разному могли располагаться в жилище, то есть иногда вот сделали, как здесь, глиняную такую забивку, на нее кладывали кирпич, на нее уже ставилась конструкция печи. Где-то печь ставили просто на деревянном основании. Вот даже в 17 веке в нашем регионе очень редко топили по-черному. То есть в основном все-таки уже использовались, так сказать, нормальные печные конструкции, в которых можно было и еду приготовить, которые для обогрева жилища служили в то же время. Ну, как вы понимаете, в этом районе жили люди относительно небогатые, потому что размеры теплые жилища, они небольшие, при том, что здесь, как правило, не то, что один человек жила, а полноценная семья вот в таком жилище. Вот посмотрите расстояние между зданиями, вот проулок, огороженный забором, совсем узенький, который только человек может пройти. Ну а там уже по улице, конечно, может и всадник проехать запросто.